потому что когда молодым человеком я попал в Адыгею, честно скажу, народ мне очень понравился, адыгейский. Обычаи, обряды, это уважение. Когда я видел бабушки, когда мы были студентами и в аулах, и когда на практике, бабушки, которым было за 80, они вставали и приветствовали ребят, которым было 18-19 лет. Вы представляете вот это уважение такое к мужчине, скажем, здесь. И поэтому греки живут в Адыгее здесь очень шикарно, хорошо. Живем общей жизнью со всеми народами Адыгеи. Тем более то, что я уже третий год еще руковожу Лигой мира Республики Адыгея, такая общественная организация, куда входят все национальности, кто хочет. По оценкам председателя до меня, кто был, Тальбиша Ивановича, в организации в Лиге мира более 60 тысяч членов. Это там и коллективное хождение, университеты, там школы, там очень много вот это. Мы сейчас начали все вот это документально все делать, свидетельство о коллективном членстве, о членах делаем. Что могу сказать? Вот я сегодня хотел, конечно, выступить там, но выступающих очень много было, и как-то я больше слушал. Пример вот этой дружбы народов, конфессии нашей в Адыгее, я думаю, что многие другие регионы могут у нас брать пример Адыгеи. То, что руководство республики, я уже где-то 4-й руководитель в нашей республике, если наша Берзекова, я когда приехал, Адыгея, наверное, везет на этих мудрых людей, и поэтому вот видели бы, как Азанкидович Гавшинов, как вел стол, у него есть юмор, метод. Конечно, очень много трудностей в Адыгее у нас есть, которые надо нам пройти через это все, сделать, чтобы было еще лучше. Но если так глобально взять, республика состоялась, и народы, которые живут здесь, живут в дружбе и в мире. Поэтому я бы сказал, что вам большое спасибо, что приехали. Еще Максим Шевченко нам говорил, мы встречались где-то месяца 3 назад, но мы думали, приедут или не приедут. Но раз вы приехали, вам большое спасибо. Вы, наверное, увидели наш народ, наших людей. И вот от нас, может, и от руководства и простых людей можно. А то, что были, конечно, вы знаете, что в каждом коллективе, в каждой в республике должны люди, которые имеют свои другие мнения. Они высказываются, они говорят. И у нас, конечно, к этому очень относимся мы нормально, потому что надо все равно, все не может быть хорошо. Что-то все равно надо исправлять и делать. Поэтому... Анатолий, спасибо большое. Вопрос есть, коллеги? Можно ли в школе Говордовские люди готовятся? Есть подготовка? Мы в первые годы, мы где-то, если взять где-то, 80-е, где-то, у нас мы отправляли в Грецию. Сейчас не то, что отправляли, Греция сама. С каждой, скажем, где были греческие диаспоры, оттуда отправляли на 6-месячные, Кипр отправляли на учебу вот именно современный греческий язык. А, скажем, если взять французский греческий язык, у нас и так знаем, но французский и современная литература греческая, они обучаются. Да, это известно. Там бывает одиночка или какой-то язык. А скажите мне, вот сейчас есть такая потребность, что где-то у нас в стране готовили филологическую язык? Надо ставить такой вопрос. У нас есть это. У нас в Краснодарском университете и в Пятигорском были факультеты, где обычно у детей. А сейчас есть как-то? Есть. Да, в Краснодаре есть. Да. Они учатся, потом на практику в Грецию, а потом на нас хватает, да. Спасибо, что не возник вопрос. Я хотел бы попозже, я представляю исполнительную власть, комитет по делам национальности, связи с отечественными и СМИ. Я думаю, когда коллеги выступят, у меня просто побольше информации, если интересно. Основные. Слово. Ладно, сейчас вам слово, я думаю, продолжу, что Ты же старше, я... Я хочу провести разговор о том, что межнациональные отношения, конечно, у нас нормально, хорошие. Дай Бог, мир и спокойствие – это основа всего. Но становление гражданского общества, о котором мы говорили сейчас,
расширенном заседании. Очень в таком зачаточном состоянии я бы считал бы в Республике Адыгея. Потому что говорить о развитии гражданского общества, когда оно не родилось в нормальном состоянии, трудновато будет. Такой мой подход и понимание. Потому что в средствах массовой информации что-нибудь вразрез мнению правительства, чиновников говорить, писать нигде не опубликуют. Где, какие официальные, которые выходят, ни на адыгейском, ни на русском, ни на чем. Телевидение, это я привожу четкие примеры. Телевидение, например, пойти туда, хочу выступить. Я как налогоплательщик хочу выступить. Не дадут слова. Понимаете? Такой подход. Нету, возможности такого нету. Раз мы говорим открытый, это открытым текстом я говорю. Потому что я несколько раз ходил, проверял. Я хочу выступить по таким-то вопросам, по проблемам. Например, вот заселение армянами, например, Республики Адыгея. Потому что каждый год 1500 армян заселяется у нас в республике. Через несколько лет, через лет 15-20, половина будет республики армян. Они вопрос потом поставят. Почему Республика Адыгея должна называться, а не Армяно-Адыгейская республика? Мы уверены в этом? Нет. Мы должны сохранить себя. Если мы, как нация, хотим сохранить себя, мы же тоже должны думать о чем. Поэтому я пришел в телевидение, говорю, я хочу выступить. Я хочу сказать об этом открытую. Что происходит у нас? Почему заселяются одни, а тут же сирийцев 20 человек. Мы вот написали письмо. Аппарат Телевидения Государственной Думы. И что мы получили ответ? Если профилактически мы должны думать о том, что завтра с нами будет, как нация, что послезавтра будет, мы должны же работать. Курдское население. Огромное количество людей растет. И никто не служит здесь. Вот вы можете задаться вопросом, проверьте, служат ли курды советской армии? Ни один не служит. Они переходят через границу, потихонечку. Потом служат курдской армии, воюют, потом приходят, здесь отдыхают и лечатся. Никто не озабочен в республике Адыгея, что происходит с нами. Проблем много. Если говорить, начинать, вот какая проблема стоит. Я хотел бы озвучить эти проблемы. А другие члены совета, другие проблемы по языку могут, вот Сергей может озвучить по языку. Понятно. Асланбек, это вы нам копию дадите, да? Да. Вот это единственное, нам даете. Ну, знаете, здесь, я хотел сказать, Асланбек это сказал, здесь очень интересный подход. Здесь он говорит, что мы не можем считать черкесов, которые хотят репатриироваться лицами, которые имеют право на репатриацию. Почему? Потому что в момент, когда они покинули территорию Кавказа 1617-1664 годы, эта территория находилась в состав Российской империи. То есть мы видим здесь, конечно, такой очень хитрый подход, такой двойной стандарт, да? Она вошла в состав Российской империи. Мы прекрасно понимаем, что если Сталин знал, что сын за звание ответчик, почему сегодня шестое поколение черкесов должно отвечать за позицию своих прапрадедов. То есть эта позиция, конечно, мне кажется, очень странная. Я думаю, мы должны как-то вообще резолюцию проводить. Вам спасибо большое. Но это еще то, что если мы какого-то народа критикуем, что он куда-то заселяется, вы прекрасно понимаете, мы критикуем их, хотим начинать критиковать нас. Поэтому вряд ли не надо ждать. Второй вопрос. Почему такое отношение к адыгам вообще в российском государстве? Разве наши родители не воевали? Разве мы не служили верно своей стране? Все делали? И почему-то не пускают назад. Я думаю, что мы сегодня собрались, чтобы понять, какие есть проблемы, но есть какие разрешения. У меня только еще будет еще одна просьба. Если у нас есть конкретные списки людей, которые хотят вернуться и не могут вернуться, я очень прошу, чтобы мне эти списки предоставили. Мы будем работать по каждому человеку. Пожалуйста, прошу вас. Нет, не вопрос. Пожалуйста, прошу. Вы ставили вопрос о том, что вас иногда пускают на телевидение и все такое. Если просто попросить слово и как-то выступить, это уже не метод телевидения. Скажите, существует ли у вас в республике
У вас ни одной такой программы нет, да? Какие программы 2 часа выделяются? Это наша беда, страшная беда для отдыха. Что нет времени. На ток-шоу. Сказки, чтобы рассказывали, что, как называются деревья, чтобы дети знали, детские фильмы. Нету всего этого. Вот в этом и беда. Надо... Можно? Сейчас. Атабек, у меня просьба. Вот желательно, то, что вы сказали, перевести позитивное предложение, да, то есть конкретное предложение, что мы хотим, чтобы была культурно-просветительская программа по детской культуре отдыха. Вы возьмите все, подготовьте сейчас, ладно? Хорошо. Так, пожалуйста, пожалуйста. Ну, все, сейчас я тоже буду критиковать, но аргументирую. Ставься сразу. Коблев Сергей, городское общественное объединение ГХС. Начнем с языка. На сегодняшний день, по данным ЮНЕСКО, в России признано мертвым 15 национальных диалектов. И еще порядка 120 на грани вымирания. Это из интернета. В зоне риска, как утверждают ученые, находится таджикский, в скобках, черкесский язык. Значит, почему я считаю, что они правы, значит, я вам объясню. Россия как субъект, Адыгея как субъект федерации, воспользовавшись конституционным правом, утвердила на своей территории вторым государственным языком адыгский. Но оно утвердило это только в Конституции, закона о государственном языке, то есть что бы он подразумевал, где бы он должен был приниматься, у нас нет. Пользуемся мы законом о языках народов, населяющих Республику Адыгея, в котором государственный язык приравнен ко всем остальным. Тогда законом предусмотрено, что один язык выше другим, только в установленном законном порядке, когда он государственный. Соответственно, в школах у нас, значит, у меня есть письма, значит, я несколько раз писал, что нет возможности обучения на адыгейском языке. Мне отвечают, что у нас в каждой школе, в каждом садике изучают. То есть они подменяют одно понятие, обучение и изучение, подменяют и отвечают, что у нас все в порядке, у нас чуть ли не каждый второй изучает адыгейский язык. Извините, у меня по английскому 4 была, по русскому 3. По-русски я с вами спокойно разговариваю, по-английски я 2 слов не слышу. То же самое происходит с адыгейским языком. Тем более он не обязательный, типа факультатива. Хочешь учи, хочешь не учи. Как может государство гарантировать знание всеми государственного языка, если оно не обязательно? Второе, в том же законе, уже и в федеральном, и в нашем республиканском о законе о языках, предусмотрено, что у нас все наименования должны быть на 2 языках. Вы ездили по Адыгее, много видели? Ну, видели. Много? А вот сейчас нет, и здесь нет. Нет, очень мало. Я могу примерно 15%. 15% государственных наименований на адыгском языке. Это одна проблема. Значит, есть обращение в прокуратуру. Прокуратура отвечает, что факты есть, но мер реагирования нет. Это органы должны, значит, органы государственной власти. То есть, я не понял, это что, Кумпилов должен идти таблички вешать, что ли? Кто за это отвечает? Помимо того, в тех законах, которых где-то прописано про адыгейский язык, тот же закон о средствах массовой информации. Сайты у нас должны быть также на 2 языках. Обращение в прокуратуру, республика, правительство, в частности, вот их комитет, нашло средства, деньги, сделало сайт, город категорически 2 года не делал. Майкоп, да? Майкоп, да. Ну, я не говорю уже про более мелкие, но которые можно. То же самое, вот как вы видели, просто мне как представителю местного населения
Иногда бывает обидно, что большой класс, ну, вокруг Юрки стоит 12 баннеров, на всех по-русски написано слово. Цена написать на английском, или на русском, одна и та же. Когда я пишу Капушинову, что вот непорядок повлияет на город, они местное самоуправление, я не могу им приказывать. А где гарант Конституции? Дальше идем. Изучаем адыгейский язык в школах. Изучаем, значит. Женщины нету Коновалова, она говорила, русские страдают. Русские хотя бы то, что положено, они 4 часа или сколько там. 8 часов. На этом география, физика, все на русском. У нас 2 часа добровольно изучаешь язык, 2 часа адыгейскую литературу на русском языке в переводе. И историю. Адыгеи раньше изучали с 5 класса, теперь эти учебники ушли, остался учебник за 8-9 класс, и история Адыгеи почему-то начинается с 1864 года, указом Екатерины II была образована горная область. До этого в Адыгейской истории не было. Коллеги, когда обращаешься в органы, в то же Министерство образования, значит, ссылаются на региональный компонент. Я попробовал найти этот региональный компонент, нашел в консультант плюсе с пометкой «Документ не опубликован». То есть он у нас есть, они не ссылаются, но он не опубликован, то есть не действует. Это, во-первых. Во-вторых, у него 4 года как срок вышел. Другого они не приняли, а когда говоришь, надо же вот изучать, они ссылаются на этот компонент. И отдали, значит, все правомочия директору школы. Вот если директор посчитает, там будут изучать английский язык. В школе-интернате это единственное, по-моему, во всем Майкопе, где изучали все английский язык. Никто, по крайней мере, не жалуется. На всех переменах звучит адыгская музыка, выходят, танцуют, разговаривают, друг друга понимают. В остальных школах этого нет. То же самое касается детских садиков. Когда я обратился, мне сказали, вот 28 и 19 с адыгейским уклоном, я пошел. То же самое. У них нет обучения, воспитания ребенка на адыгском языке не происходит. Происходит только изучение адыгского языка. Ну, учат, как здравствуй, как до свидания. И то он приходит домой, у нас нет телевидения, у нас нет радио. Выходит на улицу, все бегают, разговаривают по-русски, интернет по-русски, телевидение по-русски. То есть он чаще разговаривает русским языком, и своего родного языка, если я с ним не заговорю, больше никто не будет разговаривать. Это проблема всех. Значит, дальше идем. Как я уже говорил, значит, телевидение у нас, если я не ошибаюсь, 2 часа, да? У нас нет телевидения, у нас ВГТРК. Ну, ВГТРК. Конкретно, я потом сказал. 2 часа, из них 15 минут на родном, и то в основном новости. И по выходным, по-моему, да, несколько программ. Вы просто не знаете. Ну как не знаем, а что я смотрю? Вообще не знаете. А что я смотрю? Вы не смотрите. Тематических планов сколько, Сергей? Да? Зачем? Ну сколько? Ну скажите. Давайте Да потом. хоть 12, хоть 12. Потом выступит представитель Всё нашей равно власти, так, и вы нам давайте, коллеги, не отвлекайтесь. Говорите сейчас то, что вы считаете необходимо уже сделать. Он вам прокомментирует. Ну да, Коллеги, мы не будем чиновники, объяснять, но те программы, которые даже дети смотрели, вот Кукан вел, ее уже давно нету. Показать ребенку нечего. Мультфильм, кроме, по-моему, этого Винни-Пуха, ни одного мультика на английском языке. На кабардинском еще можно найти. А сами мультики существуют? Нету. Нет, Существует не, 2 они или есть. 3 мультика адыгские, ну на адыгскую тематику, но они на русском языке. В интернете Это есть. еще в советское время Саусаропа. Ну,
Я не говорю уже, что ни одного художественного фильма, нет, один есть художественный фильм на английском языке, но ни одного дублированного я не видел. И их достать невозможно. То же самое касается литературы для детей, там, ну, журнал, который мой друг хотел для молодежи делать, Джо, несколько номеров он выпускал за счет пожертвований, потом в конце концов его как-то в институте протолкнули, грант выделили, и они 2 номера сделали за счет государства. Единственный журнал на всю Адыгею, молодежный. Это по языку. Вопросы есть? Еще нету вопросов. Регламент введите. Нет, коллеги, Подождите, регламент – это вещь хорошая. у нас сейчас Когда обсуждаешь, Извините. коллеги, дорогие мои, что такое вообще мир международный? Это когда люди сидят и одним интересно, другим неинтересно, есть баланс интересов, понимаете? И регламент хорошо, когда мы с вами обсуждаем вопрос строительства дорог. Почему про дорогу на север мы говорим 2 часа, про дорогу 15 минут? Несправедливо. А когда мы говорим о том, что национальные отношения, тем более на земле народу, у которого нет другой исторической родины, знаете, я бы не торопился здесь требовать регламент. Понимаете, я думаю, что это будет несправедливо. Здесь справедливость выше регламента. Так, то у меня есть один вопрос. Как обстоит дело с подготовкой преподавателей? Значит, вот, с подготовкой преподавателей я тут записал, но забыл сказать. Значит, есть университет, национальный факультет, который готовит преподавателей национальных языков. Помимо этого он готовил еще и преподавателей дошкольных учреждений. Но в связи с тем, что у нас нет ни одного дошкольного учреждения, в котором бы эти преподаватели могли преподавать, его взяли просто-напросто закрыли. Что закрыли? При национальном факультете отдел дошкольного образования. Специальность дошкольная. А для школ? Для школ у нас готовят преподаватели. То есть дефицита кадров нет? У нас негде им работать. Они не востребованы. Не платят за эту работу. Ну, нету часов, нету этих. Молодежь не хочет идти туда. Да никуда она хочет идти. Ну, Хорошо, куда? понял, спасибо. Я просто узнавал, я ходил по школам. Почти все школы в городе обошел. Мне показывают класс, учительница 3 классов, она просто 3 класса собрала, и 12 человек сидят. А остальные просто не хотят. Ну, надо делать изучение языка привлекательным, это общая проблема региона. Но это получается так, что это, значит, для ребенка, который изучает, значит, он должен остаться на 2 часа дополнительно. Это для него наказание. За что ему такое наказание? Все дети играют в футбол, а я буду сидеть это действовать. Спасибо большое. А можно чисто женское любопытство вопрос? У нас в Краснодарском крае существует практика совместного патрулирования работников ОМВД и казаков. У вас есть такое? Значит, я к этой теме тоже готовился и думал, она потом поднимется. Значит, ничего, этот вопрос поднимался. У нас был круглый стол с участием всех. Значит, мы считаем, что в Адыгее это нецелесообразно. Значит, по нескольким причинам. Во-первых, у нас менталитет чуть-чуть другой. И адык будет слушаться только старше. Неважно, черкес или казак, или там грек. Если он старше, я его послушаю. Если он моложе меня, я его слушать не буду. Из этого выйдет очень много конфликтов, недоразумений. Ни казакам, ни нам это не надо. Во-вторых, если вы представитель Краснодарского края, у меня никак не могу определиться. Вот есть казаки, есть казачье войско. Вот какая между ними разница? Ну, казаки, этническая группа, конечно, казачье войско. А почему? Так у нас же не казаки хотят. У нас казачье войско хочет. Зачем с Краснодара нам казачье войско сюда? Спасибо. Спасибо, коллеги. Понятен вопрос. Так, вы что скажете нам?
Хорошо, тогда Сергей, Нет, спасибо, что вопрос присаживайтесь. Пожалуйста, Хотела прошу. уточнить. Вы сказали, что ваша история начинается вот с указа, да. Немножко в сторону от языка, но в истории хотела бы, чтобы вы объяснили мне. Я у всех сегодня спрашивала, никто мне не мог ответить. Я училась в 1 классе в Ханской, там, в птицесовхозе. И как раз в это время был большой праздник. Юбилей русско-адыгской дружбы. Все пели, не студенты, 450. Я старая уже. Русские с адыгом, братья навеки, дружбе их верной 400 лет. Так вот откуда они начинали 400 лет? И почему сейчас это забыто? Почему новая какая-то... Нет. Можете ответить. Значит, желание отдать своего ребенка, да, в детский сад, этого мало. Государство должно предоставить мне эту возможность. А государство мне ее не дает. Поставим вопрос по-другому. Государство отказывает вам в создании адыгской школы? Да. Вернее, школу на адыгском языке. Да. На основании того, что не все хотят его изучить. Ну, по предлогу. Государство говорит, есть региональный компонент, изучать в рамках регионального компонента. Содержание регионального компонента, во-первых, не опубликовано, а во-вторых, директора школ обладают очень большим усмотрением, надо изучать или нет. Это очень похоже в Москве. В одной школе изучается краеведение, то есть история своего района, края, с 5 класса изучается, там много литературы, много. А в другой школе это формально 24 часа за все 11 лет обучения. Это известная история. Здесь я минутку образования. Вы представьтесь, пожалуйста. Член Союза славян, направление Союза славян в Адыгее, Соколов Олег Викторович. Олег Викторович. Моя задача, в общем-то, в Союзе славян очень простая. Я часто хожу по судам, защищаю Союз славян в Адыгее и различных инстанций. Иногда пишу, правда, в последнее время не так часто, некоторые заметки в газете. Я вот со своим, позволю его назвать другом, Олегом Сергеем с Адыга Хасы согласен. Русский язык действительно превратился в не совсем русский язык в последние, не 25, конечно, да, то есть, можно сказать, с Петра, да, даже, может быть, раньше. Вот. Те слова, которые сегодня приобретают определенное значение, они становятся непонятными. То есть много сленговых слов, жаргонизмов, иностранных слов стало еще больше. Но они русифицируют каким образом? То есть с помощью, так сказать, корневая основа иностранного языка, а окончание уже как бы русифицируется. Поэтому там в тех или иных местах понимаем. Ну, естественно, юристы применяют свои слова, историки свои, то есть есть набор специальных терминов. Ну, конечно, меня тоже беспокоит, что русский язык сегодня, ну, так скажем, поощряется, упрощается. И когда вот в школе сегодня, даже преподавая русский язык, количество часов вроде бы как бы наличие его имеется, да, в достаточном количестве, как некоторым кажется, на самом деле, ну, в общем-то, тоже немножко умирает, на мой взгляд. То есть все проникает туда с помощью, так сказать, интернета, телевидения, тех лиц, которые с телевизора говорят на нем, к сожалению, говорят не совсем чисто, красиво, аккуратно, да? Вот. Поэтому, так сказать, это уже беспокоит.